Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодняшняя гостья нашего выпуска – народная артистка Республики Татарстан, педагог-хореограф ансамбля, художественный руководитель детской вокально-хореографической студии Государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан», доцент в области хореографического искусства Хаметова Лейсан Рашидовна. Здравствуйте. Лейсан Рашидовна, вы уже с рождения знаете про государственный ансамбль. Расскажите про ваше детство. Детство, наверное, у меня было не такое, как у всех, потому что родители были всегда в разъездах, и мы вынуждены были воспитываться нашими бабушками. В основном это папина мама. И ее воспитание, в принципе, я несу до сих пор. В ансамбле, конечно, я не помню, с какого момента я вообще в ансамбле, действительно, наверное, с рождения. Но в качестве танцовщицы я пришла в ансамбль 7 лет. Привела меня мама на просмотр. Тогда был набор, первый набор, тоже в вокально-хореографическую студию «Юлдаш» на тот момент. И я прошла кастинг, туры и начала заниматься с 7 лет в ансамбле. Потом в 13 лет я отправилась учиться в Уфимское хореографическое училище. И к 91 году я уже пришла артисткой балета в 17 лет. Начала профессиональную карьеру в качестве артиста балета. Ваши родители знаменитые и уважаемые люди в области искусства. Расскажите о них поподробнее. И тяжело ли быть дочерью таких знаменитых родителей? Я, во-первых, очень горжусь своими родителями, что папой, что мамой. Они оба люди со званием, действительно, и очень... как вам сказать, были строги со мной. Все, что касается профессии, то мама была очень категорична и снимала с меня по 3 стружки, чтобы только я, наверное, достойно представляла себя. И папа, в свою очередь, тоже очень серьезный человек. Но, вы знаете, я никогда... То есть для меня стояло внутри какой-то такой маячок, что я должна соответствовать родителям, что я не должна их подводить. Но я никогда не жаловалась ни одному, ни другому, ни на что. Я никогда не просила какой-то такой помощи, поддержать меня в сложных ситуациях. А ситуаций действительно было много, потому что ансамбль – это очень
большой организм с большим количеством именитых артистов. И, конечно же, быть дочкой Рашида Мустафина, Розы Мустафина, это было очень ответственно, что ли, для меня. И, конечно же, мне надо было всегда доказывать перед самой собой и перед другими артистами, что я сама состоюсь как личность благодаря себе, а не благодаря родителям. Это было во мне, да, действительно. И я думаю, что и у моих детей тоже это заложено было мной, что, ребят, вы все в этой жизни делаете сами. Мы будем вас поддерживать как родители, но не как руководители. Вот, наверное, вот так. Папа до сих пор руководит оркестром. Папа сильнейший человек, мощнейшая личность, скажем так. А мама уже, она уже на пенсии, она уже у меня, жива-здорова, слава богу. А вы уже с детства мечтали работать в ансамбле или были другие желания, мысли? Вы знаете, у меня были хорошие педагоги. В каком отношении? Моим педагогом была Гарипова Рыля Ханна, моим педагогом была Суханова Жанна Павловна. И как-то им удалось привить во мне любовь вот к этому виду деятельности. Именно работать в государственном ансамбле песни и танца. Я даже не рассматривала другие варианты, хотя они у меня были по выпуску. Меня и в башкирский ансамбль напутствовали. Я проверялась, честно сказать, и в Москву тоже, в Красную Звезду. И вроде бы все складывалось бы неплохо. Но в ансамбль меня брала Лим Галиевна Кустабаева. И вы знаете, я в ансамбль проверялась 3 раза. У нас так никто не проверялся. Мы с Рамилем Шайдуллиным проверялись 3 раза. Это было на зимние каникулы. Мы приехали провериться, возьмут ли нас в ансамбль. Лим Галиевна сказала: вот приедете в конце мая, когда закончите, я там посмотрю на вас. Мы приехали в конце мая. И вы знаете, был концерт на площади Свободы, «Дружбу» танцевали, и там был башкирский танец. Лим Галиевна мы еще были не устроены, ничего, нас просто кидают в этот номер и говорят: вот вы должны просто башкирский станцевать с Рамилем, а там посмотрим. Мы станцевали, руки трясутся, ноги трясутся, то есть тебя просто как котенка вот так в первый же день твой. Массу мы не танцевали только свой сольный кусок на площади Свободы перед публикой, там очень много народу. И Лим Галиевна говорит: вы знаете, ребят, вот сейчас мы уходим в отпуск, вот вы придете в сентябре 1 числа, перед всем коллективом еще раз Рейлян Тхан на вас проверит, посмотрит, решит. И вот потом только и устроитесь. Так получилось, 3 раза мы проверялись в ансамбль. И это все вот через мандраж. Нас проверили и на сцене, проверили и технику, проверили возможности. То есть мы проверялись по-честному. Вот даже никто другой так не проверяется у нас в коллективе. Вы знаете, я пришла в тот момент, когда мама у меня вот только шагнула одной ногой на пенсию. Я пришла, и там был очень сильный состав. Там была и Кавсария, там была и Люба Максякова, там и Дамира Валеева. То есть там такие корифеи сильные были. Наташа Голубева. Сейчас они уже все пенсионеры, конечно. Некоторых уже с нами даже нету. Но да, я в ансамбле, получается, сейчас какой у нас? 22-й год. Я вот с 91-го, это сколько? 31 год.
А педагогическую деятельность какого возраста вы начали свою? Свою педагогическую деятельность я начала в счастливом детстве. И там была у нас очень хорошая такая базовая практика, скажем так, в течение 5 лет. Потом случилось так, что мою дочку старшую никуда не брали танцевать, потому что у нее одна ножка была косолапая. У нас так получилось. Просто говорили, зачем ей танцевать? А я понимаю, что танцами заниматься ребенку надо, потому что она девочка, потому что ей надо ровно ходить, ей надо выправлять ножки. И мы с Айратом решили, на тот момент была распущена студия, потому что ансамбль находился в ремонте, и мы мыкались по всему городу по разным коллективам. И мы решили, когда переехали в ансамбль, мы решили с Айратом создать студию заново. И вот она начала свое перерождение. Это когда у меня Айгуле было 6 лет. И вот я набрала группу детишек, и мой ребенок танцевал у меня, скажем так. Я сама ее выправляла, сама ей помогала. И, в принципе, студия гремела, мы вывозили детей за границу. У нас было 2 штатные группы по 30 человек, то есть довольно крупные масштабы были. И возглавляла долго. Потом, когда я уже вышла на пенсию в качестве артиста балета, меня пригласили на кафедру хореографии в Казанский институт культуры, где я работала сначала педагогом, потом получила звание в качестве доцента, потом доросла до заведующего кафедры, и на протяжении 8 лет я там проработала. И вернулась обратно в ансамбль, мое любимое место. А вот Айрат Ринатович рассказывал, как вы помимо работы в ансамбле успевали еще с эстрадными артистами гастролировать. Расскажите про этот период, с какими артистами работали? Вы знаете, мы, наверное, проработали, я не могу даже назвать, с кем мы не работали. Мы работали со всеми, то есть в большинстве своем. Очень долго мы проработали в составе группы Зайнаб Фархаддинова и Зуфар Билалова, около 5 лет. И также где-то 5-6 лет это Зульфия Шакирова и Джавид Шакировлар. Это были наши такие стабильные, гастрольные, скажем так. Мы выезжали на гастроли с ними. Даже такие разовые артисты, их просто очень много. Всех не перечислишь. Да. То есть все, кто давал концерты в Казани, такие крупные концерты, где нужно было большое количество детей, это значит, мы включали туда студию, и где нужны были солисты. Это такие, как мы с Айратом в тот момент. Мы работали, зарабатывали. Мы построили дом в Атне с родителями, конечно, помогали им тоже. Они нам помогали, они растили детей наших. Мы работали и зарабатывали. Куда деваться-то? Такая у нас была жизнь. Веселая, сами придумывали, ставили номера. Да. И по сегодняшний день вы эти номера в работе? Да, до сегодняшнего дня эти номера у нас в работе, и есть кому продолжать, и это очень радует. В 2021 году наш ансамбль выпустил мультимедийный образовательный проект «Мирас. Наследие» по татарскому танцу. Расскажите про этот проект. Да, действительно, в 2021 году ансамблем был выпущен мультимедийный диск образовательный для любителей, для ценителей и для просто желающих танцевать по-татарски. И я была одной из ведущих мастер-классов, и мне посчастливилось дать
небольшой курс уроков, элементарных, простейших, доступных для любого человека, те, которые интересуются движениями татарского танца. Это ходы, это положение рук, это были костюмы, это были колпаки, это правильность, то есть как правильно завязывать платки, как правильно носить головные уборы в танцах, какие должны быть костюмы. Об этом мы обо всем поговорили в этом диске. И, конечно же, я была одной из многих, кто принимал участие в реализации этого проекта. Один из основателей, получается. Ну, не знаю, как основатели, наверное, основывали-то его другие, и операторская группа, и режиссерская группа, постановочная группа. Все, мы работали так слаженно, так хорошо. И действительно, когда ты это делаешь от души, это получается. Но основная задача, наверное, это донести вот эти основные движения татарского танца в регионы, в другие регионы, куда, допустим, сами исполнители доехать не могут. Я еще пропагандирую таким образом, не только я, а государственный ансамбль Рылян Ханна Гарипова. Мы всячески стараемся пропагандировать нашу татарскую исконную хореографию без изъян, чтобы ее не портили, чтобы ее слишком не стилизовали. Это для того, чтобы сохранить. И вот, наверное, этот проект был создан ради того, чтобы это случилось. Да, действительно, нужный проект. Мне тоже вот знакомые говорили добрые отзывы, благодарность. Ну, то, что они обучались именно на этих мастер-классах, то, что им помогло вот в некоторых движениях научиться. Я буквально вот в эту субботу была на одном конкурсе, и там коллектив из Владивостока, что ли, ну, издалека вообще. Я говорю: ребят, вы такие аккуратные, вы такие татарские танцы привезли. Ну, в Тулу со своим самоваром кто едет? Обычно боятся, да, в Татарстан ехать с татарскими танцами. Знаете, они говорят: а мы вот материал-то брали у вас, мы вот прям, чтобы все было правильно, чтобы все было. А когда еще узнали, говорят, что вы еще и в жюри, нас немножко стало трясти. Но, тем не менее, то, что это уже приносит плоды вплоть до Владивостока, то, значит, это многого стоит. Значит, мы не просто так этим занимаемся, и это нужные вещи. Вот хочу задать такой вопрос. Сравнить работу со взрослыми и с детьми. Кто требует больше энергии и кто вас заряжает? Вы знаете, я вот даже однозначно не могу ответить, кто. Почему? Потому что вот взрослые артисты – это тоже дети, только большие. Но что есть плюсом, я хочу сказать, даже сравнивая себя в свое время, я хочу сказать, что вот сегодняшний балет, с которым я работаю, Ира Исаймальдина работает, мы работаем, да, он на высокопрофессиональном уровне. То есть то есть я не затрачиваю времени и энергии на то, чтобы вот задрючивать их до такой степени, чтобы вот уже... То есть они высокопрофессиональные, и мне просто порой надо поставить в нужное место человека, и он сделает все как надо, глядя просто с полуслова. То есть, с детьми немножко по-другому. Детям, пока ты не покажешь 40 раз, они ничего не сделают, потому что нет профессиональной базы пока еще, мы еще не доросли, мы еще просто в качестве любительского коллектива, и поэтому образование у детей, то есть мы доводим до хорошего качества, но все равно потом отправляем детей учиться в хореографическое училище, потому что у нас нет образовательной базы, у нас есть просто студия, вокально-хореографическая студия. Вы художественный руководитель детской студии, Айрат Ринатович художественный руководитель ансамбля. А кто в доме художественный руководитель? А в доме у нас художественные руководители наши внуки, их 3, и они нами руководят. Потому что дома мы с Айратом, честно сказать, творчеством не занимаемся. Мы
сказали друг другу табу, что дома мы отношения не выясняем, поскольку это всегда нашла коса на камень. Мы никогда не приходим к одному знаменателю, у нас разные взгляды на очень многие вещи. И, я думаю, что за много лет совместной жизни уже мы поняли, что этого делать не надо. И поэтому руководят нами теперь наши внуки. Мы дома обычные родители наших 2 девочек и замечательные бабушка с дедушкой наших 3 внучек. А какие у вас будут пожелания нашему ансамблю? А пожелание, наверное, чтобы не быть банальной, мне хотелось бы, чтобы у нашего ансамбля была правительственная поддержка, чтобы творчеством занимались не только мы, но и вкладывались и меценаты, вкладывались и наше правительство, потому что наш ансамбль – это самое лучшее, что есть у народа татарского. И я этим очень горжусь и хочу, чтобы это оценили и другие. Лейсан Рашидовна, спасибо вам большое за интервью. Желаем вам успехов в работе, успехов в любимой работе. Да, в любимой работе, тяжелой работе. И всех-всех благ. Спасибо вам. До Спасибо свидания. большое.